Осенняя призывная кампания стартовала с началом октября по всей стране. Указ об этом подписал президент России Владимир Владимирович Путин. В этом году военному комиссариату Ингушетии предстоит призвать 220 новобранцев. Военкоматы республики готовы к проведению призыва. Повестки розданы, медицинская комиссия с 9 утра активно проводит осмотры. Молодые люди проходят проверку у окулиста, стоматолога, терапевта, хирурга, невролога, психиатра и оториноларинголога. Если хотя бы один из них будет отсутствовать, результаты освидетельствования и постановка категории годности будут незаконными. Абубекову 19 лет. Парень прошел осмотр у всех врачей и надеется, что вердикт медкомиссии будет положительный. Надеюсь, что меня примут на службу и служба пройдет успешно. Какие вооруженные силы вы бы хотели попасть? Хотелось бы в ВВС, военно-воздушные силы Российской Федерации. Почему? С самого детства была мечта летать, и вот, надеюсь, исполнится. Медицинскую комиссию малгобекские призывники проходят на базе военного комиссариата города. Здесь подчеркнули, что с начала призывной кампании уголовных и административных дел против уклонистов не возбуждали, так как наряд Малгобекский район выполняет на все 100%. Я сегодня пришел на обследование медкомиссии, чтобы отправиться в срочную службу. Есть желание устроиться в вооруженные силы Blackfoot. К осенней призывной кампании сотрудники военкомата подготовились заранее. Всего по Малгобеку и Малгобекскому району призыву подлежат 65 человек. Это граждане от 18 до 26 лет. Работа по их оповещению началась за 2 месяца до призыва. Первая отправка запланирована на 20 октября. В эту группу включат 6 новобранцев. Солдат сам может выбрать род войск, в которые хочет попасть, с условием, что он подходит по параметрам. Есть сухопутные войска, есть воздушно-космические силы, войска Росгвардии, железнодорожные войска даже на этот призыв есть. И расположены войсковые части, куда мы будем направлять ребят. В основном по центральной полосе, они у нас последние годы на север, туда нас ребят мы не отправляли, отправляем только вот по центральной полосе. Москва, Ленинград, вот рядом Ростов. Уклон от армии в основном связан с тревогой. Некоторые молодые люди уверены, что со срочной службы их перенаправят в зону военных действий. Есть указ президента России, что с начала специальной военной операции, что призывники не будут проходить военную службу ни на территории Украины, ни на тех территориях, которые вошли в состав Российской Федерации, то есть Донецкая, Луганская республика, Запорожская, Херсонская область. Они туда не направляются. Всего в рамках этого призыва по всей стране планируется призвать на срочную службу 133 тысячи человек. Осенняя кампания продлится до 31 декабря. Мадина Цора, Мавладгирей Ахильгов, Магаз 24.